Хотели бы вы побывать на самой мягкой планете Вселенной? Совсем недавно ученые открыли зефирную планету. По сути, это огромный газовый гигант, плотность которого равна плотности привычного нам маршмеллоу. К сожалению, Тои 3757b, а именно так ее назвали, непригодна для жизни. Но помечтать-то можно. Предаться фантазиям о прогулке по зефирным просторам предлагаем в компании нашей команды. В эфире «Студия 11», и в ближайшие полчаса мы расскажем вам еще больше удивительных историй. Ну что ж, начинаем! Еще немного и долгие выходные. Делимся идеями, как провести их в удовольствие. Со страниц книг на театральную сцену. Зрители коми смотрят спектакли по пьесам коми-писателей. Спасти сразу 3 жизни. Самое важное о донорстве в нашем сюжете. Наступила среда, или, как говорят в народе, маленькая пятница. На этот раз ее приход стал еще желаннее, ведь выходные наступят не через 2 дня, а уже через 1. Все дело в Дне народного единства, который в этом году выпал на пятницу и по традиции будет объявлен днем отдыха. Если у вас пока нет планов на предстоящий длинный уикенд, вот вам несколько советов, как не потратить время зря. Обладатели автомобиля могут, например, запланировать мини-отпуск в другом городе. Отправиться лучше в ближайшие пункты. Жители коми могут рассмотреть такие города, как Киров или Казань. Если поездки на личном транспорте вам, увы, недоступны, советуем устроить отдых на даче. Выехать с друзьями или семьей за город, истопить баню, пожарить мясо на мангале. Что же может быть еще чудеснее? Обязательно пригласите на огонек гитариста. Домашний концерт точно добавит в ваш отдых душевность и теплоту. Ну и, конечно, самая главная рекомендация – выделить время на то, что уже давно требует вашего внимания. Например, прогулка с ребенком или организация уборки или даже починка чего-то дома. Займет это максимум несколько часов, зато морального удовлетворения, которым вы преисполнитесь, точно хватит на долгие дни вперед. 12 месяцев театрального искусства по мотивам коми-литературы дарит жителям республики Национальный музыкально-драматический театр Коми. Обитель драмы и комедии проводит в своих стенах театрально-песенный фестиваль «Марья Моль». На этот раз уже 4-й по счету. Он посвящен юбилею коми-писателя Геннадия Анатольевича Яшкова. В рамках события длиной в год на разных сценах Сыктывкара проводятся спектакли по произведениям наших авторов. Чем еще запомнится фестиваль его участникам, нам рассказал режиссер Семен Горчаков. Театральный песенный фестиваль «Марья Моль» вот уже в 4-й раз в нашей республике проводится. В этом году какие уже пьесы были сыграны на сценах наших театров в рамках фестиваля? Ну, вообще, если говорить о начнем с самого фестиваля, то пьесы в основном, вообще фестиваль создан для того, чтобы на нем игрались пьесы коми-драматургов, то есть коми-авторов. И в нем принимают участие как коллективы из коми-республики, так и из других регионов. Вот, например, в августе к нам приезжал коллектив из республики Мариэл с пьесой Алексея Попова. Они показывали спектакль по пьесе Алексея Попова, нашего автора. «Когда-нибудь встретимся». Вот. Это все профессиональные труппы, получается, играют? Нет, и как профессиональные, так и любительские коллективы есть. Но их объединяет то, что они работают с драматургией коми-авторов. Очень здорово, на самом деле. Они сами выбирают, как я понимаю, произведение, по которому будут играть? Да, конечно, да. Они сначала, понятно, что весь проходит театральный процесс. Выбирают, ставят, репетируют и показывают сначала, конечно же, у них, у себя, так сказать, на базе, у себя в селах, у себя в городах, и приезжают к нам. Но я не ошибусь, если скажу, что за 4 года этот фестиваль уж какой-то отклик получил от жителей республики и гостей нашей коми. Вот что говорят люди о Марья Моль? Вообще, все очень здорово получается каждый раз в фестивале, каждый раз на всех фестивальных спектаклях у нас аншлаги, потому что есть какое-то новое дыхание, что-то непривычное, что-то необычное вообще, потому что наши коллективы из других районов редко выбираются в нашу столицу, в республику Коми, и всегда у нас есть такой, прям практически всегда аншлаг. Вот я знаю, что аншлаг был и на последней, на вашей режиссерской премьере, да, насколько я знаю, «Мозгоправы». Это такой достаточно абсурдный спектакль. Как
наш зритель воспринял его? Он, да, абсурдный, так пьеса немножко абсурдистская. Отклики были очень хорошие, очень... Это было, как я слышал, несколько человек мне подошли и сказали, это что-то новое, это какое-то новое дыхание для театра, потому что у нашего театра есть определенная своя стилистика, и это было что-то новое, что-то такое свежее, что-то такое необычное, такое, можно сказать, дерзкое со стороны вот коллектива и со стороны меня, то, что мы вот за эту пьесу взялись, поставили ее в таком виде. Как зрители восприняли пьесу, мы поняли, а вот взрослые актеры, такие, знаете, старой школы, с удовольствием ли подошли? Да, потому что когда, у меня в основном, конечно, в пьесе играют среднее и молодое поколение артистов, но играет и народная артистка у меня в этом спектакле, она тоже уже играет одну из главных ролей. И, в принципе, всем было очень интересно над этим работать, потому что это было такое первый, не первый, наверное, опыт, но вот интересный опыт именно работы с такой драматургией современной, именно с российской. Спектакль поставлен по пьесе Дмитрия Данилова «Человек из Подольска», с некими нашими, так сказать, изменениями, правками. Премьера состоялась 17 сентября. Смогут ли еще раз зрители или те, кто не успел просто познакомиться с произведением, посмотреть на спектакль? Да, конечно. Следующий показ у нас будет в декабре. Следите за афишем, потому что сейчас я точно не скажу, какого числа. Но это точно будет в декабре, уже в плане, в графике это стоит. Ну и вот вы сказали, что в вашей пьесе играли в основном молодые и люди среднего возраста. То есть, я как понимаю, сейчас состав актерский у нас молодеет в Театре Национальном. Ну да, это уже, я уже 6-й год работаю, получается, 6-й сезон служу в театре, и нас уже таких довольно много, и в этом году к нам уже прибыл новый артист, закончивший театральный институт имени Бориса Щукина. В следующем году мы ждем группу, которая прибудет на работу, так сказать, служить к нам в театр. И мы молодеем, и у нас расширяется коллектив, и это очень радует. Ну что ж, это значит, что ярких спектаклей будет еще больше. Спасибо вам большое, что пришли. Творческих успехов. Спасибо вам. Сдать кровь значит спасти чью-то жизнь. Сегодня именно донорство – невероятно важный и самый доступный вид благотворительности. Ежегодно в России совершается более 2 миллионов донаций. Только в нашей республике кровь активно сдают свыше 10 тысяч человек. Подробнее о донорстве Евгения Кладкевич узнала в Коми республиканском центре крови. 450 миллилитров. Именно столько крови донор сдает за один раз. Этого объема достаточно, чтобы спасти 3 жизни. Дело в том, что сразу после донации аллокрасную жидкость с помощью центрифуги разделяют на плазму, эритроцитный и тромбоцитный концентраты. Последний компонент считается самым ценным. Тромбоциты используют для лечения тяжелых болезней, чаще всего онкологии. Живет такой концентрат не больше недели, отчего заготавливают его в небольших количествах и только по предварительному запросу медучреждений. Изготавливается для конкретных пациентов. В основном это онкологические пациенты, у которых тромбоцитопения, необходимо переливание такого компонента. Тромбоцитный концентрат внешне очень похож на плазму. Вязкую жидкость светло-желтого цвета хранят в замороженном виде. При отрицательных температурах плазма может пролежать до 3 лет, при этом совсем не потеряв полезных веществ, которыми она богата. В составе плазмы белки, липиды, полезные ферменты и гормоны, необходимые для правильной работы нашего организма. Переливают плазму при несвертываемости крови или больших кровопотерях. Интересный факт. Плазму рожавшей женщины использовать для лечения нельзя. Дело в том, что во время беременности в кровь выбрасываются антитела, опасные для будущего реципиента. Поэтому для донорства используют мужскую плазму, и из женской делают лекарства. Что же касается эритроцитов, переливают их при низком уровне гемоглобина, иначе анемии. Болезнь эта распространенная, возникнуть может быстро и неожиданно на фоне сильного стресса, неправильного питания и вредных привычек. Из-за высокой заболеваемости потребность в эритроцитах всегда высокая. В середине октября донорский светофор Коми республиканского центра крови загорелся красным цветом. Истощили запасы всех отрицательных групп крови. Сотрудники оперативно опубликовали данные на официальном сайте учреждения и в информационных агентствах республики.
Чтобы пополнить запасы как можно скорее, доноров принимали без предварительной записи. Надо понимать, что компоненты имеют ограниченный срок хранения, то есть от 35 до 42 дней – это максимум. Таким образом, нам регулярно нужно пополнение. Все-таки отрицательные группы крови – это редкие группы крови, поэтому мы немножко, грубо говоря, перестраховались и поставили свет красный, чтобы привлечь внимание людей. Сейчас всех групп крови в Коми-республиканском центре достаточно. Ежедневно учреждение принимает от 40 до 60 доноров. Если человек приходит на сдачу крови впервые, он обязан пройти перед процедурой ряд исследований. Специалист замеряет его давление, уровень гемоглобина, рост, вес, изучает медицинскую карту на наличие опасных заболеваний. У человека обязательно осматривают и вены. Если артерии слишком тонкие, произвести забор крови в дальнейшем не получится. Для сдачи крови и плазмы существуют противопоказания постоянные и временные. Среди постоянных противопоказаний это инфекционные заболевания, гепатиты, ВИЧ, сифилис. Среди временных, это, наверное, наиболее актуально будет сказать вам сейчас о них. Это, во-первых, после перенесенного ОРВИ и ковида месяц, после прививки от ковида месяц, после прививки от гриппа 10 дней. Если после исследований дан зеленый свет, донору остается лишь подготовиться к важной процедуре, а именно соблюсти диету накануне донации. Нельзя употреблять жирную, жареную, острую, копченую пищу. За 72 часа под строгим запретом алкоголь. Есть лучше отварные крупы, макароны, нежирное мясо, фрукты, овощи и хлеб, пить чай, натуральные соки, морсы или же минеральную воду. Как только кровь сдана, ее отправляют на тщательную проверку. После того, как заготовлены компоненты, они проходят обследование в лаборатории. Мы проверяем их на инфекционность, гепатит, ВИЧ, сифилис. Только после получения результатов отрицательных эта продукция подлежит выдаче. Мы ее проводим через компьютерную программу, регистрируем, и дается каждому мешочку идентификационный уникальный код. Он не содержит никакой данных о доноре, ни фамилии, ни отчества, ни даты его рождения, ничего, просто безымянный номер. Запасы Коми-республиканского центра крови пополняются и за счет выездной бригады. Мобильная лаборатория отправляется в близлежащие районы Сыктывкара 2-3 раза в неделю. Донорство сегодня не зря сравнивают с подвигом, ведь сдавая кровь, ты заранее спасаешь чью-то жизнь. А у нас тем временем наступила середина телевизионного пути. Ровно 50% информации мы передали на ваши экраны. Прервемся на небольшую паузу, после которой продолжим наше общение. Студия 11 на ваших экранах. Здравствуйте! Готовы ли вы погружаться в мир телеприключений дальше? Тогда не будем медлить. О главных темах второй части программы мы узнаем из анонса. Северная депрессия. Как не поддаться апатии в период холодов, расскажет психолог. Громкий праздник. 185 лет главной библиотеки республики. Узнать что-то новое и заодно проверить грамотность. Как жители Коми написали географический диктант. Осенью и зимой каждый из нас хоть раз чувствует ухудшение настроения или апатию. Объясняется это легко. В период похолодания в нашем теле меняется гормональный фон. От этого и перепады настроения, увы, не в лучшую сторону. Однако одно дело, когда грусть и тоска поселяется в нас временно, и другое, когда эмоциональный упадок переходит в хроническое состояние. Как же справиться с северной депрессией, Евгения Колоткевич узнала у психолога. Василий, для начала, пожалуйста, расскажите, что же такое северная депрессия и у кого она может возникнуть? Есть просто депрессия. Но так как на севере чаще всего мы сталкиваемся с депрессией, то возникло такое словосочетание. Почему именно на севере? Потому что на севере в Диком очень мало солнечных дней. В последнее время доказано, что чем больше солнечных дней, тем легче переживаются какие-то ситуации в жизни.
Ну и подтверждением является то, что под воздействием солнечных лучей в организме человека синтезируется витамин D3, а также синтезируется серотонин. Когда у тебя есть солнце достаточно, и когда у тебя хорошие белки, соответственно, у тебя, я имею в виду в питании, у тебя будет хорошее настроение. Ну и стоит, наверное, более внимательно поговорить о симптомах депрессии. Нередко люди списывают свое вот такое вот грустное состояние на усталость, например, на загруженность рабочую и так далее. Ключевым симптомом является так называемая ангидония, то есть неспособность переживать радость. Дополнительными симптомами может быть снижение активности, апатия, может и сейчас довольно часто встречается тревога. Это могут быть симптомы снижения аппетита или вообще его отсутствия, нарушения сна. Но я думаю, тревожное такое состояние у жителей не только Республики Коми, но и России началось как раз вот в 2020 году, когда был объявлен локдаун длительный. И вот с того момента по сегодняшний день количество людей, которые обращаются к вам с депрессией, в том числе вот в такие вот в осенние, в зимние периоды, оно стало больше? Безусловно, возросло, и именно можно отследить с момента локдауна. Почему так случилось? Ну, потому что люди попали в стрессовые условия. А стресс, он часто как раз приводит при невозможности адаптироваться к появлению депрессии. То, как вы работаете со своими пациентами, конечно, остается внутри вашего кабинета, каждому человеку свой индивидуальный подход, но что люди, наши телезрители, они могут делать самостоятельно дома, если вдруг у них появились вот такие вот симптомы? Первое – это заботиться о себе, о своем теле. Даже если тебе не хочется ничего делать, постарайся встать и сделать некоторое количество шагов. Начни заботиться о себе. Постарайся сделать так, чтобы воды, полноценного питания в твоей жизни было больше, чтобы двигательной активности было больше в твоей жизни. Наладить необходимо режим сна. Часто именно из-за нарушения сна ночного у человека депрессия может усилиться. То есть это не прямое лекарство, но вот дополнительное. И когда мы будем наши базовые потребности удовлетворять в достаточном количестве, это уже будет хорошей основой для того, чтобы выбраться из того состояния депрессивного. Медитативные практики можно и, наверное, даже нужно применять не только при депрессивных состояниях, вообще в повседневной жизни. Если ты фокусируешь, привязываешь свое внимание к дыханию, раз, два, три, четыре вдох, раз, два, три, четыре выдох, это уже у тебя, по сути, дыхательная медитация. Либо, может быть, медитация на еде, да, когда ты берешь тарелочку красивую, на которой, как тебе кажется, вкусная и замечательная еда, ты видишь эту красоту, ты вдыхаешь аромат, ты пробуешь этот вкус. Это тоже медитация. Но я сделала такой вывод, что очень важно соблюдать режим. Но, наверное, когда дело доходит уже до такой точки кипения, до крайней точки, стоит не пренебрегать помощью специалиста и обращаться уже к профессионалам. Совершенно верно. Ведь огромное количество специалистов постоянно получают образование, постоянно получают опыт. Если ты столкнулся с тем, что качество твоей жизни снизилось, что тебя ничего не радует, что у тебя апатия, обратись к специалисту, к психологу, к психотерапевту. Они оценят твое состояние и помогут разобраться с ним. Если нет желания идти куда-то, можно просто забраться в интернет, набрать «Шкала депрессии Бека» и пройти анонимное тестирование. И если там по шкале выявляются признаки легкой, средней, либо выраженной депрессии, не нужно это откладывать. Лучше на ранних стадиях взять, обратиться и получить квалифицированную помощь, чем потом разгребать серьезные последствия. Спасибо большое, Василий, вам за эти советы. Действительно, помните, что обращаться к специалисту не стыдно, обращаться к специалисту нужно, если вы чувствуете, что вам нужна помощь. Ну и, конечно, работайте над собой, используйте, применяйте в жизни то, о чем мы только что поговорили. Спасибо. Спасибо большое. Здоровья вам всем.
Главному книжному хранилищу региона 185 лет. В день рождения в Национальной библиотеке Республики Коми было весело, шумно, полезно и современно. Один из подарков библиотеки своим читателям – личный кабинет. Подробности у моей коллеги Елены Красильниковой. В личном кабинете Национальной библиотеки Республики Коми вы можете заказать книгу, можете отменить заказ в случае необходимости. Ну а если все произведения заняты, вы можете забронировать ее, и библиотекари свяжутся с вами, когда книга освободится. Кроме этого, появилась возможность посмотреть, какие книги у вас на руках, и продлить их одним нажатием кнопки. Бывают ситуации, когда вы читали замечательное произведение, но не помните его название. Для этого есть раздел «Прочитанные книги», в котором вы можете заказать произведение повторно. Нам важно мнение наших читателей. У нас появился раздел «Отзывы», в котором вы можете поделиться мнением о прочитанной книге. В разделе «История» можно просмотреть историю покупок в Национальной библиотеке Республики Коми и историю запросов в сервис «Виртуальная справка». Если же вы никогда не спрашивали нас ни о чем, нажмите кнопку «Задать вопрос», и мы ответим вам в кратчайшие сроки. В планах у нас создать раздел «Подборки книг», в котором мы будем уведомлять читателя о новинках по выбранной теме. И, конечно же, мобильное приложение. Библиотека – это технологичное место, которое создает комфортную информационную среду для своих пользователей. Наша страна самая большая в мире. Она расположилась на территории 11 часовых поясов. А уж сколько в ней уникальных мест и не перечесть. Вдумайтесь, только на территории России проживают представители почти 200 национальностей. Знать свою страну надо, к тому же это интересно. А проверить свои знания можно на ежегодном географическом диктанте, который прошел как раз на днях. Мой коллега Северин Арпа решил проверить свои знания по географии России. Словно перед экзаменом, немного волнуясь, но больше с интересом собирались желающие написать географический диктант 2022 в Академию Госслужбы Республики Коми. Она в 5-й раз стала основной площадкой этого события, а сам диктант начали проводить в России еще с 2015 года. Вопросы разделены на базовые и сложные уровни, всего 40 штук, но это отличный повод всколыхнуть знания о географии и истории страны. Самое главное – это популяризация географии, в частности. Ну, не только целая система наук. География же – это комплексная наука. Там и биология, и все. В этом самая главная важность – привлечь внимание к географии. Привлечь молодежь, чтобы они пропитались, как говорится, краеведением тоже. Но это в большом смысле об нашем Отечестве. Аудитория желающих проверить себя в таком испытании абсолютно разная. Вот Елена пришла с детьми не в первый раз. Вы первый раз участвуете в диктанте? Нет, каждый год. Я смотрю, вы не одна пришли, с кем вы пришли? С семьей, дети. А в чем вам интерес вызывает вот это событие? Каждый год что-то новое узнаем, любим путешествовать. Иногда даже ставим себе какой-то вектор после такого диктанта, где хотим побывать еще. А вот министр образования Коми наряду с другими вип-персонами вспоминает знания по географии. Я люблю географический диктант, потому что это и какой-то уже жизненный опыт. Ты его используешь, и знание истории, и знание географии. Ты вспоминаешь, где ты был в России, где ты что читал, слышал. Отрадно, что вот в этом, например, диктанте был ряд заданий, где упоминалась и Республика Коми, и Воркута, и река Печора. То есть вот ассоциативный ряд, он помогает. Ну и, конечно, где-то ты вспоминаешь все-таки знания, полученные еще в рамках школьной программы по географии. И хочу сказать, вот остаточные знания есть спустя даже стольких лет. Всего по республике было организовано 25 площадок для проведения диктанта. Ну что, ребята, вот мы пишем диктант, вопросы интересные, заставляющие задуматься. Даже захотелось перелистать страницы известных книжек, потом посмотреть, правильно я ответил или нет. Отвечаем на вопросы, все думают, вспоминают все, что они знают по географии, не только. В общем-то, не буду больше отвлекаться, надо писать. В самой Академии рассчитывают, что в будущем площадок станет больше, а также планируют уже в 3-й раз организовать свой диктант на основе знаний географии Республики Коми. Для Академии данная акция, она особенная, потому что у нас есть свой проект, это географический диктант Республики Коми, который будет проходить в 2023 году в феврале. И для нас эта акция как репетиция генеральная для того, чтобы провести географический диктант Республики Коми. Интересно, что среди участников нынешнего диктанта была наша бывшая соотечественница Мария Юсакова. Она уже 20 лет живет во Франции, но приехала на родину, чтобы принять участие в этом событии. Для нее это первый опыт.
Все вопросы были невероятно для меня интересны. Много было вопросов сложных, но я их сохраню, потому что я провожу вообще-то уроки по русскому языку во Франции. Поэтому, может быть, я студентам задам эти вопросы. Всегда большой интерес. Французы очень хорошо относятся к русским. К слову, международным диктант стал в 2017 году. За эти годы в нем приняли участие почти 2,5 миллиона человек. Результаты нынешнего узнаем 30 ноября, когда будут обработаны все бланки с ответами. Ну и в завершение выпуска вашему вниманию рисование в исполнении нет не человека, а марионетки. Мазок за мазком, и кажется, будто около холста вовсе не деревянная кукла на веревочках, а самый настоящий художник, только очень маленький. И это все, что мы успеваем вам сегодня рассказать. Понимаю, что на телеволнах студии 11 хочется задержаться подольше. Но не расстраивайтесь, увидимся с вами уже завтра. Не пропустите новый выпуск нашей программы. А пока мы желаем всем вам отличного дня, хорошего настроения и как можно больше душевных моментов сегодня вечером. Пока-пока!